13 июня в Казанском театре имени Ильяса Каракамала наблюдалась необычная оживленность. В фойе театра царила атмосфера одухотворенности, на мужчинах был праздничный чапан, слышалась чистая татарская речь. В этот пятничный день здесь собрались видные исламские деятели со всей России, представители науки и культуры, а также государственной власти Татарстана. Вот уже 5 лет ежегодно проходит этот форум. Каждый год у форума своя тематика. Как вести работу в мечетях, как решать социальные вопросы. Это своеобразная программа работы имамов. 12 и 13 июня 2014 года исполком Всемирного конгресса татар провел 5-й Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, темой которого стала национальная самобытность и религия. В первый день работы форума прошло 3 секционных заседания, где участники обсудили роль и место ислама в светском обществе, вопрос социального служения в исламе, а также значение исламского и национального фактора в сохранении татарской семьи. Итоги секционных работ были подведены на следующий день во время пленарного заседания форума в театре имени Камала. Традиционно заседание началось с чтения священного Корана. С приветственной речью выступил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он подчеркнул необходимость объединения татар-мусульман для сохранения и развития культуры, духовных ценностей и национальной идентичности. Также президент отметил успешную работу религиозных деятелей в деле социального служения и вручил им благодарственные письма. Общаясь с имамами из других регионов, все больше и больше убеждаемся о значимости и важности этого форума. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин в своем выступлении рассказал о новых проектах духовного управления мусульман Татарстана. Особое внимание он уделил работе издательского дома «Хузур». О социальной работе рассказал Рустам Хазрат Батров, продемонстрировав участникам социальные ролики на татарском и русском языках. Когда ты веруешь, в твоем сердце любовь ко всему миру. Эта любовь не знает преград и творит чудеса. Она дарована всем людям, ибо все мы дети Адама. О своей работе в регионах рассказали религиозные деятели из разных субъектов Российской Федерации. Во время выступлений были подняты актуальные проблемы сохранения языка и семьи, поддержки молодых имамов, воспитания нравственности, а также предложены идеи по укреплению ислама среди татар. Я приехал издалека, с Дальнего Востока. Соответственно, у нас там немножко, конечно, ситуация другая. У нас в национальном плане именно численность мусульман не очень велика, но развитие ислама, как и здесь, во всей нашей стране, Великой Отчизне, оно очень ярко и очень стремительно продолжается. Пленарное заседание завершилось принятием резолюции. В нем делегаты форума выразили единогласное мнение о важности сохранения и пропаганды традиционных для татар мусульманских ценностей и развития национальной самобытности. Руслан Хисамов, Алина Хакимзянова, Равиль Абдуллин, Хузур ТВ.